Ковер во все времена играл важную роль, особенно в жизни наших предков. Его можно было увидеть на полу в ингушских саклях, вешали его на стену, дарили в подарок. А самое главное, он был не просто предметом интерьера. В старинные ингушские ковры истинги наши предки вкладывали какие-то символические значения. Сегодня ковры можно встретить не только в частных коллекциях, но и в музеях. Так, истинг, которому более 150 лет, хранится в Музее изобразительных искусств Республики. Его передали в дар наши земляки, живущие в Турции, рассказала нам главный хранитель музея Мадина Хамхоева. У нас были современные ковры в фондах музея, но старинных экземпляров не было. Эти редкие экземпляры, они были утеряны бесследно. Это утеряны во время депортации ингушского народа, утеряны во время различных конфликтов, во время военных действий в Грозном. Бесценный дар нашему музею преподнесла ингушская диаспора, которая называется Ингушский Дернек, как они сами себя называют, Турции. Эту диаспору возглавляет руководитель, он был избран в 2014 году, и зовут его Селман Ахриев. Салман Ахриев-Бештой рассказал, что ковер, который был передан в дар музею, один из немногих, дошедших до наших дней. Некогда он хранился в старинной мечети, которую построили ингушские мухажиры, переселившиеся в Турцию в XIX веке. Ковров было много. Раньше существовала традиция по каким-то важным событиям дарить их в мечети. Буквально до столетия. Там накопилось огромное количество таких ковров. Позже эта мечеть была разрушена. Все ковры были, вся коллекция ковров была разграблена. И это, можно сказать, единственный ковер, который сохранился из этой богатейшей коллекции. Представители турецкой диаспоры ингушей долгое время решали, оставить эту реликвию там, в Турции, или передать в музей Ингушетии. Но все же истинг попал на историческую родину. Он для них тоже был необыкновенно был реликвией, потому что ингушская диаспора, она же формировалась после Кавказской войны. Это 1817 год и 1864 года. Мухаджиры прошли очень нелегкий, тяжелейший путь. Мы здесь, мы знаем свои, какие мы испытания прошли, они там тоже. Но вот получается, что он был из сохранившейся из богатой коллекции в мечети, и они решили все-таки, в конце концов, передать его и перевести на историческую родину. Сегодня активно возрождается древнее искусство ковроткачества. Благодаря современным технологиям процесс намного упростился, но когда-то все делалось вручную. У нас было очень развито овцеводство. Материала для изготовления таких ковров было достаточно. И буквально каждая женщина в старину умела такой ковер изготовить. Собирались родственники, молодые девчонки. Обязательно руководила всей этой процессе уже опытная женщина, мастер своего дела. И вот в основном, говорят, изготавливали ковры именно из шерсти, которую постригали в осеннее время. Вот. Вначале это были ковры однотонной окраски, то есть натуральной. Это коричневые были ковры, они могли быть черными, светлыми. Позже уже стали украшать различными орнаментами. Орнамент древних ковров был не просто изображением или фантазией автора, он состоял из каких-то символов. К сожалению, значение этих знаков, этих символов очень многих утрачено бесследно. Мы можем только догадываться, о чем говорили. Но это в основном, допустим, этот ковер. Тут мы видим роговидный орнамент, геометрический орнамент в виде ромба, растительный в виде лепестков. И мне кажется, что именно этот ковер, почему-то мне так кажется, что он был изготовлен именно заранее уже люди знали, что они преподнесут его в мечеть. Потому что в углах 4 изображение такой мусульманской символики, к которой мы уже все привыкли, это полумесяц и звезда. В декабре месяце этого года мы хотим организовать выставку «Дары музею». И этот ковер будет выставлен впервые в зале нашего музея. И помимо этого ковра еще будет очень много интересных предметов. Я заранее хочу пригласить наших жителей республики. Мне кажется, выставка будет очень интересной. Истинг, переданный в дар Музея изобразительных искусств Республики, это бесценный предмет интерьера. Ему не меньше 150 лет, но сохранился он в идеальном состоянии. Это говорит о том, что ковер бережно хранили. Он представляет собой не только художественную ценность, но и историческую.